Всем привет! Это башкирские каникулы, которые сегодня в краю сурков и родников. Да, мы в Бишбулякском районе для того, чтобы показать красоты и людей юго-западных окраин Башкортостана. Расскажем о клубничных местах и познакомимся с королем местной фауны. Смотреть во все глаза. Задача наших каникул – создать личный авторский тур по самым живописным местам Башкортостана. Ну, очень классно. И нам важно выяснить, сколько денег на это потребуется. Это невероятно! Ведущие программы Дима и Альбина выясняют, кто из них потратит на путешествие меньше. И отдохнувший на большую сумму должен будет выполнить задание более экономного. Смотрите, наслаждайтесь, узнавайте республику вместе с нами. Итак, наши каникулы начинаются. В природном заказнике Бишбулякске водятся рыси, волки, кабаны, лисы. Но нам интересны не они. Самая крупная колония сурков-байбаков европейского, занесенного в Красную книгу, расположена именно в этом заказнике. Говорят, их более 2000 особей. Кто, когда, а главное, как проводил перепись, нам непонятно, но я надеюсь, что нам удастся их встретить. Я полагаю, что многие из вас не догадываются о туристическом потенциале Бишбулякского района. Согласна, популярность он только набирает, но, по словам людей опытных, здесь есть места, которые не оставят вас равнодушным. Сурков я не видела ни разу, но, думаю, встретив, сразу пойму, что это именно они. Сурков видишь? Я не вижу. А они есть. Поиск хозяев бишбулякского заказника оказался задачей непростой. То ли они прятались от меня, то ли хитро испытывали мое терпение. Сурок, сурок, сурок. Ну где же наш сурок? Тихий час, что ли, у них? Ах, вот ты какой! Зверек, привлекающий туристов. Ты какой хороший, любопытный. Давай, выходи, посмотри на нас. Все, убежал, трусишка. Слушай, ну он такой маленький, такой пушистенький, такой хорошенький. Вообще классно, что мы его нашли, да? Прям вообще супер. Ну что, не обманули? Сурки водятся, любопытные, выглядывают, подглядывают и знакомятся. В норке был один малыш, а вот представители покрупнее рассекают по полям и даже страха не чувствуют. Сами они безобидные. Эти пушистые зверьки сигналят звонким свистом об опасности и шустро сливаются с пейзажем. Заметить их может только внимательный гость. Зоологический заказник Бишбулякский был организован специально для восстановления популяции сурка. Но есть тут и другая природная особенность – родники. Они здесь всюду, бьют ключом и создают живописные виды. Водопад Шерлама. Наверняка многие из вас о нем даже не слышали. Это не самое популярное место в Республике Башкортостан, но однозначно одно из самых красивых мест. Шерлама – это небольшой водопад около 10 метров высотой. Несмотря на небольшие размеры, он поражает своей красотой и живописностью. Само место окружено зелеными лесами и горами, что создает особенную атмосферу покоя и умиротворения. Тоненькие водные нити, спадая, создают изящный поток, окутанный неким волшебством. В этих местах не бывает много людей, и этим оно особенно ценно и романтично. Невероятно красивое место. Водичка. Мне кажется, у каждого уважающего себя туриста должна быть фотография особенная через этот водопад. Держи, друг мой.
Рядом с водопадом есть удобные места для отдыха и пикника, где можно насладиться красивым видом на окружающую природу и сам водопад. Слышу аромат и иду на него. Здравствуйте. Здравствуйте. Альбина. Газиз. Газис, а чем у вас так вкусно пахнет? У нас это шурпа из баранины. Ой, и картошечка молодая. Да, все свежее, все свое, натуральное. Это вы меня ждете? Конечно. Давайте присаживайтесь. Спасибо. Вот вам суп. Здесь у нас баранина и вот зелень. Возьмите. Ага, зелень надо посыпать, Да, обязательно. Всё. А самоварчик-то тоже вскипел уже, да? Самоварчик, да. Вот так шишки подкидываем, и она все А время можно я? поддержит. Конечно. Классно, настоящая шишка. Ароматный суп такой. Такая молодая деревенская картошка. Наваристый бульон. И лук такой свежий. Все, что надо. Но шишки коптят. Самовар готовится. Идеальное начало дня нормального мужика. Рыбалка, Бишбулякский район, Карповый пруд. Клевое место. Так называется это место. Клевое. И я, как человек, который знает все о рыбалке, буквально все, сейчас нахожусь в процессе охоты на карпа. А для знатоков ловлю на горох. Пока не идет. Альбина, конечно, нашла себе увлечение искать сурков. Зачем? Их же не съесть. А рыбу с удовольствием и поймать, и сварить. Вообще, Бишбуляк, вы знаете, это удивительно рыбное место. Я вам в этом выпуске все объясню, покажу места. Получите колоссальное удовольствие, как и я, видите. Тишина, ни одной женщины. Умиротворение. Дно такое, знаете, вязкое, илистое. Главное, чтобы сапоги были не дырявые. Карпы здесь большие. 1,5-2 килограмма точно есть. Все хорошо. С карпом, чтобы он тебя понял, нужно говорить на одном языке. Как минимум находиться в воде. Сейчас мы чуть-чуть поиграем. Поплавком чуть-чуть. Обратите внимание. Но эта игра, как говорится, стоит свеч. А карп не факт, что клюнет, но он обратит внимание. Опа, ребята, опа, 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 давай, давай. Так, ох ты, елки, большой. Опа, ребята. Вот это да. Так, ребята, сачок. Опа! Так, так. Все, все. Вот он здоровый, детина, а? Ой, ребята, ну получается, не подвел я бишбулякских рыболов. Слушайте, ну рыба-то здоровенная. Сколько весит, интересно, а?
Здрасте, О, добрый день. Дмитрий, Очень приятно, дядя Рома. дядя Рома. Слушай, дядя Ром, на глаз сколько весит? Вот я сейчас рыбку поймал здесь. Хороший экземпляр на глаз. Зачем у нас весы есть? Что на глаз ее вешать? Да? Давайте Да. взвесим, а? Ну, здесь сколько? Весы точно не обманут. Так, Так. ну, мне-то кажется, килограмма... Давайте я поставлю. Килограмма 2 точно есть. Ну, посмотрим. Весы скажут. Вот даже больше 2,200. 2200. 2200. Ну, классно. 2,220. Нормально. Добрый карп, добрый, друзья, добрый. Очень хорошо. Дядя Ром, ну я думаю, что... А что нам отходить от кассы? Может, уху сварим? Без вопросов. Пока варится уха, можно баньку, Баньку? сауну. Да. Ну, пойдем Есть в сауну. желание? Да, конечно, я Ну, все, без вопросов. полдня в воде провел. Ну ладно, дядя Ром, вы тогда ухой занимаетесь пока, а я в баньку. А потом поменяемся, если что. Без вопросов. Всё, я пошел. Давай. А? Хорош. Ворчит, да? Шылтыр, шылтыр. Как в песне Айдара Галимова. Сказка. Эх, чаек с местными травами, Дима. Отведай. Своего родного. Ну, пока наливайте, я ложечку пропущу. Давай, давай, давай. Очень вкусно. Дядя Ром. Давай. О, угощайся. Вот ведь на таких мужиках, как вы, Россия держится. Понимаете? Вполне может быть. Ну ладно, на таких, как мы с вами. Это реальнее. Если вдруг, приехав в Бишбулякский район, вы захотите поесть клубники, сразу езжайте в питомник. Здесь ягод не просто много, а очень много. Покрупнее, послаще, кому что больше нравится. И, как говорит Булат, хозяин плантации, хватит ее на всех, лишь бы у вас хватило терпения и ведер. Булат, ну вы король клубники Бишбулякского района. Сколько у вас здесь всего кустиков? Считали, нет? Да, считали. В данный момент у нас тут посажено 3,5 гектара, еще гектар там. У нас в общем в районе получается у меня 4,5 гектара клубники. По количеству саженцев на 1 гектар заходит 45 тысяч штук. Вот. А вот самой клубники сколько за лето можно собрать? Ну, в этом году, честно говоря, еще не считали. Но Много, да? Да, много собрали, хорошо, мы довольны. А кто приезжает собирать? В основном у нас есть самосбор, есть это с близлежащих городов, Белебей, Стерлитамак, вот Туймазы, оттуда люди идут. А также наши рабочие, деревенские наши рабочие собирают, и мы сдаем ее оптом. Туристов как привлекаете? Туристов, в плане туризма у нас за лето, когда идет сезон клубники, у нас в день где-то по 100 человек приезжают. По 100 человек в день? Целенаправленно их не привлекаем, только вот сарафан на радио. Человек пришел, собрал, сфоткал, выложил ВКонтакте там или в WhatsApp, и увидели люди вот по такой схеме к нам пока что едут. Я придумала слоган. Бишбулякская клубника. Кто успел, тот и съел. Да-да-да. Ну, здорово. Ну, я не знаю, мы будем смотреть на нее или все-таки попробуем? Попробуем, давайте попробуем. Лучше один раз попробовать, чем 100 раз об этом слышать.
Согласна. Идемте, идемте пробовать. Сначала я нацелилась просто собрать, чтобы потом помыть и скушать, как и положено, но удержаться невозможно. Одну клубничку беру, вторую присматриваю, за третьей подглядываю. Нет, почему в детстве у мамы на грядке не росли вот такие клубники? Ждали каждую одну штучку. Созрела, слопала, созрела, слопала. А тут соберешь так, что даже ведь не слопаешь сразу. Хотя, надо попробовать. Эх, ягодки, красненькие. Раз уж я здесь, надо запастись на зиму. Заморожу и варенье наделаю. Надо собирать самые мелкие. Крупные, не такие сладкие, как мелкие. Ну вот, 20 минут и чуть больше килограмма отборной, красивой, сладкой клубники уже собрано. Кстати, сюда приезжают не только жители Бишбулякского района на самосбор, но и туристы башкирского долголетия, а еще ведущие программы «Башкирские каникулы». И вам тоже рекомендую. Когда говорят, что Бишбулякский район – это рыбный край, многие скептически улыбаются, мол, откуда здесь рыба? Здесь же даже озер крупных нет. Но вот вам, пожалуйста, форелевое хозяйство «Радужное». Здесь очень много форели. Здесь совсем малюсенькая, здесь покрупнее, и там, тихо, и там самая большая, друзья. Для того, чтобы показать, что я этой рыбой повелеваю, смотрите, очень простой фокус. Оба! Оба! В общем, потрясающее место для классного отдыха всей семьей. Начнем с того, что места удивительно красивые. Много рыбы, рядом соседи отдыхающие. Выбрал неспешную рыбалку на резиновой лодке. Помню, на Камчатке рыбачили. Поймал 18-килограммового краба, хотя шел на лосось. Здесь подобное маловероятно. Ну что, рыбалка началась. Слабонервные, пожалуйста, отойдите от экранов. Здесь главное никакой суеты. Сейчас, мужики. Нет такой форели, которая от меня уйдет. Сейчас пойдем на глубину. Может, приманка не свежая. Но вы видите, здесь форели просто огромное количество. Только пока не клюет. У меня не клюет. У других клюет. Нормально, 1,5 килограмма там сейчас ушло. На кукурузу? Кукурузу не взял. Попытка была хорошая.
Я счастливый как никто. Я счастливый летуш. Короче говоря, ребята, форель наш. Форель взяли. Сейчас взяли форель, а потом возьмем и форели. О, ну вы поняли. Красавец. Не, ну мужик сказал, мужик сделал. Я же сказал. И рыбу домой привезу. А может, не домой? Видите? Места рыбные, эмоции потрясающие. Процесс волшебный. Отдых на 198% из 120. Вот такая фиговая математика. Ну что, время показывать место, где я буду сегодня отдыхать. Это такой красивый гостевой домик. Смотрите, настоящий деревенский дом с высокой лестницей. Там огромное множество комнат, но я уже выбрала себе там, где я буду сегодня ночевать. Самую красивую, удобную и комфортную, конечно же. Смотрите, туалетный столик. Ох, какой амур тут меня ждет. Северный. И удобная кровать. Всем хорошего отдыха. Всем привет! Гостиница «Уют», в которой я проживаю в Бишбуляке, показываю свой номер. Итак, ну, начинается все с картины. Вы знаете, современный русско-башкирский авангардизм. Телевизор на досуге. Большая кровать. С обилием зеркал. Так все, знаете, очень уютно, лаконично. Красиво, ну так, знаете, в моем стиле, что называется. Так, и, ну и здесь санузел. Здесь все очевидно, санузел. Я очень просто, при этом очень со вкусом. Привет-привет. Добрый вечер. Это Королева Сурков мне звонит? А это ведущий капитал-шоу «Поле чудес» в молодости? Так не надо. Лучше давай-ка расскажи, как у тебя каникулы. Отлично. Бишбулякский район стал для меня открытием. Ну так, это Бишбуляк. Доброй тебе ночи. И тебе спокойной ночи. Спи. Как сурок. Хорошенечко позавтракав в уютном кафе «Мир вкуса», начал изучать необычные виды досуга в Бишбулякском районе. И такой есть. День будет приятным и насыщенным. Если во время путешествия по Бишбулякскому району вас настиг дождь, можно найти себе развлечение под крышей. Я решила сходить на мастер-класс по тиснению кожи. Александр меня уже ждет. Бишбулякская земля богата на таланты, и все эти искусно изготовленные аксессуары – дело рук местного мастера. Александр, у вас тут столько всего интересного. Это вот все необходимо для того, чтобы изготовить какой-нибудь элемент, да? Да, интересного много. Это самый базовый инструмент, который нужен для начинающего кожевника. Вот вам, например. Это прокалывать отверстия. Нет, это крамкорез. Это снимать фаску с угла изделия. Знакомое слово, только изделие было сейчас. Так, Это иголочки. а это? А это шорный нож. Ну, он больше, Красивенько выглядит. он больше у нас для красоты, наверное, потому что он не так Не сильно функционирует. неудобен, да. Что будем делать? Я вижу, у вас уже... Вы подготовились к нашему приезду. Да, У вас есть брелочки. брелочки, башкирские каникулы. Смотрите, какая прелесть. Ну, значит, брелки мы уже делать не будем, наверное, Нет, да? мы будем делать, наверное, что-нибудь интересное. Что-нибудь большое, Да, красивое. побольше, интересное, чтобы было красиво, да. Так, давайте. Чехольчик для чехол телефона. для телефона, Сумочку лучше. Давайте сумочку. Ну, Чехол как носить чехол, неудобно. сумка будет, да, такое маленькое универсальное изделие будет. Так, что для этого необходимо? Для этого нам необходимо, это, во-первых, это кожа. Давайте красненькую.
Красный — это башкирский цвет, красный и зеленый. Да? Да. Видите, как мы угадали. Башкирский цвет, башкирские каникулы. Делаем сумочку для моего телефончика. Изделия из кожи испокон веков были популярны среди жителей башкирской земли. И, видимо, генетически в нас заложена особенная любовь к коже. Но сумею ли я освоить это ремесло? Мы сначала выставляем на заготовке само тиснение ровно посередке. Уже потом подставляем его под место для тиснения. Вы зарабатываете на том, что изготавливаете красивые вещи? Да, мы зарабатываем на этом. Это основной доход для нашей семьи. Здорово. Так. Так, что нужно сделать? Нужно очень сильно давить вот на этот рычаг. Сидя? Можно сидя, можно стоя. Стоя удобнее будет. Стою, ничего не сломается. Давайте. Ну, каникулы давайте. Процесс непростой, требует силы, внимательности и аккуратности. На себя сначала же, да? Да. Все. Тихонько, тихонько. Как будто еще 4 раза надо пройти, да? Нет, я сейчас справлюсь. Это как консервную банку резать. Вот так вот. Я сама хотела сказать я, но не всегда у меня получалось. Удовольствие от результата масса, своими руками и такую красоту сотворить. Все, готово. Классно. Вообще, вполне себе фабричная сумочка. Самый важный момент, залезет ли туда тебе телефончик. А, кстати, я даже уже забыла, что это для него было сделано. Так, как это выглядит в готовом виде? Спасибо, Александр. Не за Это что. было очень поучительно, очень познавательно и очень классно. Мне кажется, у нас получился результат такой достойный, да? Конечно. Для первого раза даже очень отлично получилось. Ну, классный себе досуг придумал, а? Смотрите, река Дема, которая проходит частично по территории Бишбулякского района, и вот такой волшебный плот с мангальной зоной, зоной отдыха, самовар. Я приготовлю форель, которую поймал собственноручно вчера, и, конечно, буду наслаждаться знаменитым бишбулякским лимонадом. Со мной пойдешь? Тогда шляпу сними. Теперь, мужчины, вы разжалованы из капитана в юнге. Итак, красавица Дема, обилие зелени, умиротворение, но потом началось. Наш чудо-плод совсем чуть-чуть очень неповоротливый, а берег реки в этих местах изобилует ветками и корягами. Слушай, ну там ветки, видел какие? Давай-ка этот чуть мобильнее, мы сейчас их обойдем. Не самая мобильная штука. Ну вот смотри, видишь? А как от нее отцепиться? Я не понимаю. Вот так вот мы отталкиваемся. Тихо. И дальше теоретически крушение нашего. Кстати, надо придумать название. Ты же у нас вроде Айдар? Ну давай этот непотопляемый авианосец будет называться Айдар. Еще немного попотев, мы с оператором Айдаром на непотопляемом плоту начали выбираться из демских джунглей. И начался отдых. Угрозу мы героически обошли. Теперь пора заниматься рыбкой. Форель совсем свежая, не мороженая, пойманная на местной ферме, на территории местного хозяйства. Уголь у нас готов практически, да? Сейчас давай.
Будем писать, не проголодался пока? Нормально? А я проголодался. Так. Жар есть? Красавчики. Самовар взяли, а заварку нет. Все, рыба. Рыба тоже. А вот сейчас уже напиталась, можно сказать, не только, собственно, ароматом угля, да, который мы любезно собирали по округе, но и чудесным бишбулякским воздухом. Это же волшебный воздух. Но вот посмотрите на любого бишбулякца. Они все добрые, они все искренние. Они все любят свою землю. Вот этот воздух, понимаете? Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс-бастон. Там листья падают вниз, пластинки крутится диск. Не уходи, побудь со мной, ты мой каприз. Если вы хотите по-настоящему, хоть и на время, но забыть о городской суете, подобный вид отдыха идеален. Звенящая тишина, неспешная дема и скрывающая от глаз береговая линия реки. Несколько часов подобного дрейфа прекрасно расслабляют и придают сил. Как это обычно и бывает, я забыл тарелку и столовые приборы. Но мы же на дикой природе. Когда нас это смущало? О! Ты смотри, какой, а. Сам поймал, сам приготовил, нашел потрясающую локацию для трапезы. Лимонадику. Я не знаю, зачем я взял с собой самовар, потому что пью только лимонад. Бишбулякский район, край Сурков и Родников. Тост за район и за каждого, кто смотрит этот выпуск. О, рыбка, конечно, фантастическая. Альбин, привет. О, привет. Все, забывай спросить, что это у тебя? Где? Ну вот, над губой. Альбин, это классно, усы, у меня новый образ. Я так самовыражаюсь. Ты лучше давай расскажи, Сурков нашла? Сурков встретила, клубнику собрала, в общем, отлично отдохнула. А ты как? Я шикарно порыбачил, очень классно. Я думаю, откуда рыбы-то пахнет? Так, хватит. Давай-ка лучше скажи, сколько денег ты потратила? Потратила немного, 7 тысяч рублей. А ты? 11 600 рублей. О, И давай, я думаю, что-нибудь придумал уже, какое-нибудь наказание мне, какое-нибудь испытание. да просто все. Усы сбрей уже. Как я с тобой в Уфу-то буду возвращаться? Ладно? Ладно, хорошо, я выполню твое задание. Это были башкирские каникулы. Пока.